Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Конференция гуманитарной ассоциации Туркменмира прошла в Ашхабаде. Гурбангулы Бердымухамедов поручил ускорить строительство второго этапа города Аркадак. Между главами МИД Туркменистана и Ирака состоялся телефонный разговор и другие новости. Председатель Халк Маслихаты ознакомился с проектами сооружений второй очереди застройки города Аркадак и представленными планами строительства ряда объектов, включая торговый центр, отель, современный парк, жилые дома, санаторий, общеобразовательный центр по информационным технологиям, деловой центр и сельскохозяйственный университет. Председатель Халк Маслихаты внимательно изучил чертежи запланированных объектов и внес ряд корректив. Особое внимание было уделено проекту кампуса сельскохозяйственного университета, который, по мнению национального лидера туркменского народа, нуждается в доработке. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов во время рабочей поездки в город Аркадак поручил ответственно подойти к вопросам ускорения строительства второго этапа нового города и обеспечить сдачу зданий в эксплуатацию в установленные сроки. На рабочем совещании с участием председателя Государственного комитета по строительству города Аркадак Оразова и руководителя администрации города Мамедовой были заслушаны отчеты о текущем состоянии работы и обсуждены планы по привлечению инвестиций. В ходе совещания обсуждались вопросы подготовки к переселению жителей в новые дома, а также организация культурных мероприятий в честь предстоящих национальных праздников. 25-я конференция гуманитарной ассоциации Туркменмира состоялась в Ашхабаде в Центре общественных организаций Туркменистана. В работе форума приняли участие представители туркменских диаспор из ряда зарубежных государств, а также делегаты со всех регионов Туркменистана. Участники заслушали приветственное послание президента Сердара Бердымухамедова. В повестку дня были включены отчеты о проделанной работе и обсуждение приоритетных направлений дальнейшей деятельности ассоциации. Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Миредовым и министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хусейном. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии туркмено-иракских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Посольство Туркменистана в Грузии провело презентацию сборника стихов туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, изданного на грузинском языке. Для участия в данном мероприятии в Тбилиси прибыла туркменская делегация, в составе которой представители Академии наук Туркменистана, деятели искусства и культуры. Перевод стихов Махтумкули на грузинский язык является еще одним ярким примером дружбы, братства и тесного сотрудничества между Туркменистаном и Грузией, отметил посол Туркменистана Давлетмурад Сейтмамедов. Ян Рус, эстонский мастер эквилибристики, вошел в историю, став первым человеком, пересекшим границу между Азией и Европой по канату над проливом Босфор. Этот уникальный трюк был выполнен на веревке, натянутой между опорами моста в Стамбуле. Сотни зрителей собрались, чтобы стать свидетелями этого захватывающего события. Рус преодолел расстояние в 1074 метра за 47 минут, балансируя на высоте 165 метров над землей. Босфор, соединяющий Черное и Мраморное моря, служит естественной границей между Европой и Азией. После опустошительного удара супертайфуна Яги город Хайкоу в провинции Хайнань оказался в руинах. Поваленные деревья, разбитые окна и поврежденные здания превратили его в зону бедствия. Однако жители не остались безучастными к судьбе своего города. В беспрецедентном порыве солидарности около 60 тысяч человек вышли на улицы, чтобы помочь в восстановлении. Особенно активно проявила себя молодежь. Примерно 20 тысяч молодых людей добровольно присоединились к работам по ликвидации последствий стихии. Туркменские спортсмены завоевали 2 бронзовые медали на первенстве Азии по боксу среди юниоров и школьников в ОАЭ. Успеха добились 16-летний Бегенчик Акамурадов в весовой категории до 50 килограммов и Сапаргельдин Урьягдыев в полусреднем весе до 70 килограммов. В соревнованиях приняли участие 462 боксера из 26 стран. В Астрахани прошел турнир по мини-футболу, посвященный 300-летию великого туркменского поэта Махтумкули Фраги и 33-й годовщине независимости Туркменистана. Организатором мероприятия выступило туркменское консульство. В соревнованиях приняли участие команды туркменской диаспоры из Астраханской области и Ставропольского края, а также команда консульства, состоящая из туркменских студентов, обучающихся в астраханских вузах. По итогам соревнований, проходивших в дружеской атмосфере, победители были награждены кубками и медалями, а лучшие игроки получили индивидуальные награды. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.